Учеников 10-й школы после осенних каникул ждал сюрприз. О чем именно идет речь, ребятам на утренней линейке рассказала директор учебного заведения. Благодаря благотворительному фонду «Послы доброй воли Абхазии» теперь дети смогут изучать абхазский язык современным способом в лингофонном кабинете. Этот кабинет был подарен 10-й школе нашим фондом «Послов доброй воли Абхазии». Мы бы хотели, чтобы дети, если есть такая возможность, снабдить всех детей, конечно же, все школы подобными техническими возможностями. Но пока вот начали мы с 10-й школы, и надеемся, что это будет удачный опыт в дальнейшем изучении абхазского языка. Такой IT-класс – современное орудие труда учителя. Технические возможности оборудования позволяют рационально распределять материал, контролировать процесс закрепления знаний, положительно влиять на интеллектуальное развитие учащихся. Стол преподавателя в лингофонном кабинете – настоящий пульт управления. При его помощи учитель может с места объяснять урок всему классу или же индивидуально работать с любым учеником. 10 учеников могут одновременно изучать язык, они могут прослушивать аудиоматериалы и учебные пособия. Есть возможность подключать детей в диалоги, возможность преподавателя подключаться и комментировать какие-то диалоги, записывать детей и проводить работу над ошибками. Ни для кого не секрет, что не все ученики школы в совершенстве владеют родным языком. Перед нами открылись новые возможности, и преподаватели должны использовать их по максимуму, чтобы поднять изучение абхазского языка на современный уровень, говорит директор 10-й школы Аида Кварчелия. Я хочу поблагодарить послов доброй воли в Абхазии в лице Инала Арзамба, нашего выпускника. Насколько полезен будет этот кабинет, это зависит от нас, как мы будем работать. Вначале мы хотим набрать группу детей, плохо владеющих языком. Вы знаете функции лингофонного кабинета. Это наш первый опыт. Мы до конца пока еще возможностей этого кабинета мы не знаем, но я думаю, что мы добьемся нужного результата. Все зависит от нас. Первые исследователи кабинета, ученики средних классов, при его посещении немного растерялись, ведь дети видят подобную технику у себя в школе впервые. Юный посол доброй воли Идгар Гвазава рассказал, подобный метод широко используется в мире, и ребятам не составит труда освоить навыки работы в лингофонном кабинете. Данное оборудование – это отличный инструментарий для развития системы образования. На самом деле во всех развитых странах на сегодняшний день используется не только это оборудование, но и используется Big Data, Data Science даже в школах, например, в Соединенных Штатах Америки. Я считаю, что от подобных вещей исходит только польза, и учебный процесс для школьников будет намного более интересным. Теперь с открытием подобного класса 10-я горская школа в инновационном плане вышла на первый уровень. Между тем, благотворители обещают поддержку и другим учебным заведениям страны. Все, что новое, оно всегда интересно, особенно для детей школьного возраста, детей младших классов. Будет, на мой взгляд, довольно-таки интересно изучать язык родной, используя новые методики. И мне, как выпускницы данной школы, особенно приятно, что первый такого рода подарок от имени послов доброй воли мы оказали именно данной школе. Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы сможем оказать такого рода или другую помощь и другим школам. Первые занятия здесь начнутся совсем скоро, однако план работы преподаватели пока держат в секрете. Известно, что учитель для лингофонного кабинета уже отобран. Теперь осталось сформировать первую группу школьников. Амелия Сатурян, Торник Амичба, Абаза ТВ.